правы в том, да, как вот, в принципе, Виктор Шнерельман отмечал, то, что современными вот этими национальными проектами, оно прошлое зачастую толкуется именно в свете современных реалий. Вот эти мифы, лежащие в основе того или иного национального проекта, они служат для легитимизации, да, вот этого настоящего. И основные претензии, да, которые предъявляются со стороны некоторых отдельных деятелей науки Татарстана и вообще представителей татарского проекта, они сводятся к чему? То, что, вот, дескать, нагайцы пытаются расколоть единый татарский народ. Да? Соответственно, претензии нагайцев каковы? Ну, естественно, схожим образом. Да, попытка со стороны, опять-таки, не всех, а отдельных представителей татарстанской науки присвоить национальное достояние нагайского народа. Да? Это исторические личности, это и эпосы, и вообще, в принципе, история. Ну, если разобраться, какие основные национальные мифы лежат в основе татарского проекта, что, в принципе, и обусловило, да, вот это, так скажем, противостояние. Один из основных – это якобы, такой миф, якобы некогда в Золотой Орде сформировался единый татарский народ. Или, как Дамир Мавлевич Исхаков говорит, началось формирование, да, ну, формирование единой нации, которая завершилась почему-то именно в конце 19-го, начале 20 века с объединением всех групп, имеющих прежде региональные самоназвания, Дамир Мавлевич подчеркивает, с этноним татар. Как это видит, как к этому относятся, да, нагайцы? Нагайцы видят это, естественно, несколько иначе, то что наоборот, да, природным нагайцам, то есть был навязан этноним татар, да, в силу тех или иных условий. Если мы посмотрим, да, на то, каким образом относятся к этому мифу ученые, как они его видят и, да, есть ли у него основания, то мы увидим то, что этот вопрос дискуссионный. Вот, в принципе, если обратиться к трудам классика этнографической и исторической науки башкирской Раиля Гумеровича Кузеева, мы увидим то, что он подвергает сомнению этот факт, то, что смогла сформироваться единая какая-то нация внутри, в недрах Золотой Орды. Опять-таки, Вадим Винсович Трепал в своем масштабном, да, исследовании Тахт-Или, посвященном Большой Орде, тоже подверг сомнению образование единого этноса, татарского этноса. Более того, он говорит, то, что если какая-то идентичность сформировалась, то скорее даже не татарская, а узбекская, потому что в письмах последнего хана Большой Орды, Ахмата, упоминается Безнын узбек тайфасы, то есть наше узбекское, да, племя. Вот это, но тем не менее, вот эта именно преемственность, мифическая преемственность неким татарам Золотой Орды, это один из краеугольных камней для татарской идентичности. Вводится специальный такой термин, как тюрко-татары, либо татарские ханства, в числе которых, например, в своем труде совместном с Измаилом Исхаковым упоминается и Ногайская Орда, как некая часть, да, единого татарского этноса, который о современных нагайцах этот автор говорит, именно Исхаков Дамир Мавлевич, что, дескать, это часть средневекового татарского этноса, который со временем утратила свою татарскую идентичность. Если мы обратимся, опять-таки, да, к трудам ведущего нагаеведа на постсоветском пространстве Вадима Винсовича Трепала, вот недавно было абсолютно выступление, презентация третьего издания его книги «Ногайская Орда», он там прям отметил, что в письмах ногайских биев упоминается, если захочешь татар, то у нас татары имеются, да, или у нас, у татар. Хотя вот именно когда обратились к оригиналам этих документов, да, писем, дипломатические переписки, то слово татар там отсутствует. Это просто русские переводчики, толмачи, естественно, адаптировали для понимания русского этноса, приводили слово татары. И мы так видим, что, да, некий целый, так скажем, некий конструкт образовался, да, на почве вот этих недопониманий. Хорошо, если мы
опять-таки, посмотрим на то, каким образом сейчас, да, ведущие ученые Академии наук Республики Татарстан видят эту проблему. В недавней публикации, да, в большом интервью, посвященном как раз проблеме, связанной с памятником установки памятника Ивану Грозному, именно национальному движению юртовских нагайцев в Астрахани, Раиль Равильевич Фахрудинов тоже высказал свое мнение, что, дескать, надо отличать средневековых нугаев и современных нугаев. Это абсолютно разные вещи. Дескать, у Ногайской довольно-таки много наследников, и обмолвился, да, таким образом, что 100 лет были нугаями, а тут вдруг 100 лет были татарами, простите, и тут вдруг захотели стать нугаями. Это что-то странное, да. То есть мы видим, опять-таки, да, то, что такая попытка, опять-таки, привязать юртовских нагайцев к термину русской администрации юртовские татары. Да, действительно, этот термин существует, и нугаев в документах русской администрации обозначает как татарами. Но позвольте напомнить то, что таким же образом обозначают и туркменские татары, калмыков, шерецкие татары. Да? То есть здесь, как не один раз было уже, в принципе, сказано, подразумевается не какая-то конкретная этническая идентичность, да, а именно стандартный термин. Тот же термин тюрко-татары, как вы помните, да, в словаре Брагауса и Эфрона, он довольно широко трактуется и не имеет прямой этнической трактовки. Другой такой пример, да, это недавнее интервью Дамира Мавлевича Исхакова, который касался именно Ногайского Карагаши, который где-то примерно с 1990 года массово они, в принципе, стали в переписи указываться как именно нагайцы. Дамир Мавлевич утверждает о том, что нагайцы Карагаши, к которому я имею честь относиться, имеют происхождение от алтайских карагасов, да, такой малый народ карагасы, другое название тофалар. Однако, если опять-таки обратиться к исследованиям Рамазана Хусейновича Кирейтеру, доктора исторических наук, общие рода у кубанских нагайцев с нагайцами карагашами наличествует. Очень много общих родов, да, такие как Харас, Алтаяк. То есть родоплеменной состав, он весьма близок, идентичен. Существуют и лингвистические данные Леонида Султановича Арсланова о том, что язык нагайцев карагашей является именно нагайским по своей сути. Существуют и современные генетические исследования, то есть и опять-таки данные Ильи Васильевича Торопицына о том, предки нагайцев карагашей в 1747 году были взяты, в 45-м, простите, взяты в плен при местности Карагат, урочище Карагаш, близ Кубани. То есть, здесь мы видим, как конструируется, да, какая-то особая идентичность, и даже факты исторические либо замалчиваются, либо изменяются в угоду современному, да, такому проекту. Либо еще один интересный пример – это замечательное на самом деле событие, то, что ввели в научный оборот работу Абдуль-Гафара Крыми, посвященную истории Крымского ханства. И там, естественно, широко используется термин татар. И, опять-таки, да, один из ведущих специалистов Академии наук Республики Татарстан, он упоминает именно вот этот факт, то, что население Крымского ханства маркируется как татары. Но здесь тоже следует отметить, что если, да, татары существовал и термин татар как термин русской администрации, он также существовал и как термин османской администрации. Да, то есть в арабо-мусульманской традиции бывшее население постордынских государств называлось татарами традиционно. И таким образом в ярлыках, например, крымских ханов, да, подданных османского девлета, используется термин татар, и параллельно с ним вместе, вот, например, сансас татар, несметные татары, точно так же используется сансас нугаи. Здесь мы видим то, что, так скажем, термин администрация толкуется несколько иначе.
Хороший пример этого, да, это как используется этот термин, например, в Османском даулете, это мухаджиры XIX века из числа нагайцев Северного Кавказа и Крыма, они, как правило, в Османской империи учитывались как татары. Многие сейчас до сей поры носят фамилию Татарогу, да, и смогли, так скажем, опять-таки установить и подтвердить свою нагайскую идентичность только вот на рубеже 80-х годов 20 века, примерно в то же время, когда это произошло и у нас. Интересно, как вообще взаимодействовал, да, татарские и нагайские национальные проекты. Это, опять-таки, да, одна из последних публикаций касаемо одного из крупных деятелей джадидизма, это Абдрахман Исмаилович Умеров. Если мы обратимся к публикациям, да, ученых и, в принципе, к СМИ Татарстана, мы видим, что там из года в год, да, целенаправленно он обозначается как астраханский татарин. Даже вот не так давно, да, был обозначен именно как астраханский татарин, а ученик его, Абдулхамид Шершембек Дженибеков, указывается как в одном из выпусков информационных. А ученик его, Абдулхамид Шершембек Дженибеков, обозначается как конструктор некий, да, нагайской идентичности. Если же мы обратимся опять, да, к метрическим данным метрических книг, простите, несколько более раннего периода, нежели чем, да, деятельность Абдрахмана Исмаиловича Умерова, это где-то 70-е годы 19 века, мы увидим там именно обозначение Нугай. Если обратимся к трудам самого Абдрахмана Исмаиловича Умерова, да, он был автором книги Нугай Джарлары, которую он смог опубликовать в 1911 году. Там используется именно Нугай, а именно обозначение кундурский татарин, юртовский татарин, они разъясняются как те, которые даны русской администрации. Сами же себя именуют, естественно, Нугай. Опять-таки, Абдрахман Исмаилович Умеров, которого настойчиво пытаются, да, ну и называют астраханским татарином, он был автором книги «История нагайцев», которая, к сожалению, она была утеряна. Тем не менее, да, в описи книг имеется упоминание о ней. Таким образом, мы видим, что татарский, да, современный татарский проект, если мы говорим, да, о национальном проекте, он строится на таком неком имперском подходе, как, опять-таки, Дамир Маулевич Исхаков упоминает. Это проект инклюзивный, который подразумевает, что всякий, кто хочет, он станет татарином. Ну, я бы добавил, что всякий, кого мы захотим, мы сделаем татарином. Возможно, так. Таким образом, вот такая, да, такая постановка вопроса, вот такой подход, он постоянно, да, порождает недопонимание, формирует очаг напряженности в межнациональных, межтюркских отношениях. Ну, есть примеры конструктивных, да, взаимоотношений. Это, например, тот подход, который нашли наши башкирские коллеги, это отношения между тюркскими народами как равные с равными. Вот это, в принципе, один из таких примеров – это наше сотрудничество. Пусть расцветают все цветы, да, есть народы тюркские совершенно различные, совсем не обязательно объединяться под одним именем, как, например, то предлагает Казань. Да, каждый может сохранить свое своеобразие, свою идентичность и вместе работать на благо нашей Родины. Последнее, что я хочу сказать, пример взаимодействия положительного, это вот ситуация с осквернением памятника Габдулле Тукаю и Абдулхамиду Дженибеку. Очень хорошо вместе сработали наш лидер местной нагайской организации Идар Шамугулович Идрисов и Анвер Ибрагимович Алмаев. Такое же взаимодействие ранее, 80-е годы, это Наиля Патеева и Джуманов Равиль Тюмхамович, они вполне могли, да, находить общий язык, находили, общались. Поэтому завершу свое выступление с такой надеждой, что мы наконец сможем найти, да, точки соприкосновения, сможем общаться на равных и будем избегать фальсификации истории с тем, чтобы не, так скажем, не провоцировать межнациональный конфликт. Спасибо большое.